Республиканская программа поддержки местных инициатив – механизм, позволяющий оперативно выявлять и эффективно решать наиболее острые социальные проблемы местного уровня при активном участии населения. При этом гражданская активность распространяется как на определение проблемы подготовки инициатив, так и на их софинансирование и контроль над ходом реализации. По итогам прошлого участия в ППМИ жители многоквартирного дома по адресу Пионерская, 60 уже смогли воплотить в жизнь проект по реставрации фасада общеобразовательной школы номер 1. Среди текущих актуальных проблем жителей МКД были выделены частичная замена деревянных оконных блоков на пластиковые в СОШ номер 1, ремонт дорожного покрытия во дворе дома и установка игровой площадки, оборудование парковочных мест вдоль дороги у здания школы и ремонт ограждения. Приоритетом на следующий год в результате единогласного голосования была определена проблема ветхого остекления в школе. Кто за данное предложение? Пожалуйста, просчитайте. Проектная смета по замене оконных блоков предусматривает привлечение средств порядка 1 миллиона 200 тысяч рублей. При этом, согласно установленному порядку софинансирования, в поддержку проекта планируется получить 815 тысяч рублей от республики, 122 тысячи добровольных взносов от населения, порядка 2500 семьи. Еще 150 тысяч, в свою очередь, готова профинансировать администрация. Помимо прочего, к участию в программе поддержки местных инициатив планируется привлечь спонсорскую поддержку в размере 122 тысяч рублей. Как комментирует руководство, каждый привлеченный рубль упрочивает шансы на победу. Подобная тактика уже оправдала себя в минувшем году. Проект непростой, как это может показаться на первый взгляд. Для того, чтобы в нем выиграть, нужно набирать баллы. Баллы зависят от всего, от активности жителей, от их нефинансового вклада, от того, какую пользу экологии приносит этот проект, софинансирование какое, спонсор обязательно должен быть. Вот, кстати, в прошлом году большую помощь для того, чтобы мы в этом проекте выиграли, оказал Учелинский горно-обогатительный комбинат в лице генерального директора Бикинова Явдата Усмановича, который выделил 200 тысяч рублей. И именно благодаря этому мы и заняли первое место. Поэтому уверен, что и на следующий год тоже найдутся такие спонсоры, которые будут неравнодушны в этом вопросе. Собрание прошло в атмосфере абсолютного единодушия. Обновленное архитектурное лицо учебного заведения, предоставившего площадку для собрания, служит реальным доказательством. Инициативы, поступающие от населения, не тщетны и побуждают участников нового собрания к еще более активным действиям.